В предыдущем выпуске. С XIII века татары-орды, а с XV по XVII века крымские татары в хрониках Львова фигурируют часто. Во второй половине XIII столетия в войсках короля Данила и его сына Льва служили татары. Они были в составе охраны Львовского замка. Согласно историку XVII века Бартоломею Зимаровичу, татары во Львове занимали целый район. Он находился на перекрестке современных улиц Краковской и Лесьей Украинки. Татарский квартал был городом в городе. Здесь действовали свои законы, правовые нормы, была своя администрация, мечеть, суд согласно шариату, мектеп или начальная школа при мечети и, конечно же, баня. Торговые связи, военные кампании – все это способствовало тому, что во Львове оседали предки современных крымских татар. Сегодня уже сложно сказать, как шли естественные процессы замещения ордынцев на крымцев, но к XV веку во Львове уже упоминаются крымские татары. Накануне грядущей Великой войны Польши и Литвы в союзе с ордынцами и крымцами против Тевтонского ордена во Львове прибывает новая волна татар. Часть их была подвластна сыну погибшего хана Тохтамыша Джелял-ад-Дину, другая же, меньшая, подчинялась наследникам крымского трона. Тогда под Грюнвальдом крымско-татарская конница приняла на себя самый тяжелый удар и с помощью простых арканов, пущенных в ход по приказу Мурзы Бахардина, одержала полную победу над тевтонцами. Мощная коалиция союзников выиграла Грюнвальдскую битву в 1410 году. Великая война была окончена. Татарская община, которая уже состояла из ордынцев и крымских татар, разрослась. После событий под Грюнвальдом здесь осело некоторое количество татар, которое сопровождало семьями своих ханов. Вероятно, тогда уже магистрат города принял решение выделения им земель в предместьях Львова. В первой половине XV века в источниках упоминается, что магистрат города принял решение полностью переселить крымско-татарскую общину в предместье города. В самом городе оставалась небольшая группа из числа татар, но источники умалчивают причину такого решения со стороны городских властей. Некоторые татары в городе имели свои лавки с товарами. Именно они через торговые отношения сохраняли постоянную связь с Крымским ханством и другими крупными мусульманскими крымско-татарскими общинами Галичины, Волыни и Киевщины. Октябрь 1648 год. Украину всколыхнула освободительная война. Первые победы гетьмана Богдана Хмельницкого в союзе с Крымским ханством в лице Тугай-бея Аргинского над польско-литовской армией под Желтыми водами, Корсунем и Пилявцами воодушевила казачество. Следующей целью был Львов. Между современными украинскими историками идет спор, кем в действительности был Хмельницкий для Львова – освободителем от польского господства или завоевателем, разорившим европейский город. Ведь в те времена Львов был польским городом. Именно сюда в конце сентября 1648 года после сокрушительного поражения под Пилявцами бежала польская шляхта во главе с Еремеем Вишневецким, заклятым врагом украинского лидера, и магнатом Николаем Остророгом. Казалось, жителям Львова не за что было переживать. 13 500 воинов готовы были дать отпор казакам и крымцам. Но уже спустя несколько дней славные воины короля польского стали покидать Львов. На защиту города осталось всего 4000 человек. Чтобы удержать хотя бы эту часть потенциальных защитников, горожане собрали в кратчайшие сроки 900 000 злотых и большое количество драгоценностей. В первых числах октября казацко-крымско-татарская армия подошла к городу. Львов не был готов к осаде. Жители предместья бежали за стены города. Женщины с детьми прятались в храмах и монастырях,
а мужчины, оставшиеся в городе, решили защищать его до последнего. «23-го дня благословенного месяца Рамазан в субботу с разлившимся как море войском окружили эту сильную крепость и огромный город и заночевали там. А утром улемы, бывшие в стане исламского войска, собрались в султанском шатре, и после молитв Тугай-бей самолично сел на своего быстроногого коня. И люди, знающие наизусть Коран, имам Мехмед Эфенди, Баба Эфендизаде и Кади Мехмед Эфенди, стоя перед лучезарным ханским бунчуком и победоносным знаменем, прочитали нараспев суры Аль-Фатх и Аль-Ихлас. А великие эмиры окружили крепость и пошли на штурм с 4 сторон. И сожгли эти бесподобные красивые дворцы, кинасы и монастыри. Так писал об осаде Львова известный крымско-татарский биограф времен ислама Герая III Хаджа Синаи. Синаи преувеличивал, когда сообщал, что крымцы сожгли предместье. На самом деле на такой отчаянный шаг пошли сами львовяне, чтобы лишить казаков и крымцев удобных позиций для обстрела города. На утро предместье города представляло сплошное пепелище. Хмельницкий начинал понимать, что легко он взять Львов не сможет. Не помогло даже то, что кто-то из жителей предместья показал казакам водопровод, который шел от реки Полтавы в город. Хмельницкий и его побратим Тугай-бей приняли решение не идти на штурм города, но чтобы склонить горожан к переговорам, захватили старый ветхий высокий замок. Психологический ход удался, городские власти вступили в переговоры с победителями. 13 октября 1648 года в своем письме львовский писарь Самуил Кушевич пишет, что делегация католического патрициата Львова направилась на переговоры с Богданом Хмельницким и Тугаем-беем, чьи шатры раскинулись в предместье. Другими словами, именно здесь, по правую сторону от церкви святых апостолов Петра и Павла, на современной улице Лычаковской разместились крымские воины. Любопытно, что Тугай-бея в этом походе сопровождали лучшие военачальники ханства 17 века. Хельди Мурза, брат Тугай-бея, Адиль Мурза, Осман Челеби, а также один из рода Ширин. Той союз Хмельницького і Тугай-бея проти Речі Посполитої був дуже потрібний Хмельницькому. Чому? Тому що в татарах він отримав дуже сильну перевагу кінноти. Тобто він зміг закрити оту польську кавалерію. Бо ми знаємо, що власне татарська кіннота була однією з найвишколеніших в Східній Європі. І саме вона часом вирішувала хід будь-якої битви. Как сообщает Синаи, патрициат Львова был готов выплатить контрибуцию. «Дадим казну дважды, по 100 тысяч золотых, и отныне примем обязательство платить джизью». Для более детального обсуждения по поводу откупа во Львов были направлены представители от украинцев и крымских татар, полковник Головацкий, татарский обозный Перишага. Как сообщают хроники, львовяне, в свою очередь, пошли на хитрость. Они осыпали послов подарками, серебряными саблями, рубинами, золотыми ремнями и несколькими тысяч злотых. После такого приема послы, конечно же, донесли Хмельницкому и Тугай-бею, что город не может дать сумму более чем 220 тысяч злотых. Таким образом, осада Львова обошлась в сумму гораздо меньшую той, чем город мог дать. Союзники, поверившие своим послам, согласились. 3 числа священного месяца Шеваль из крепости прибыло 800 повозок с сукном и парчой, и все это в течение 3 дней распределялось среди всех беев, мурс и кап и кулу, а полученные деньги были отправлены в ханскую казну, писал Синаи. 26 октября 1648 года осада была снята. После военной кампании на Львов основная часть татар ушла в Крым. С гетьманом остался Тугай-бей и около 10 тысяч крымцев. Любопытен тот факт, что крымцы Тугай-бея во время осады Львова взяли в плен Ивана Брюховецкого, будущего гетьмана Левобережной Украины. И если в 1648 году полководца Тугай-бея встречали во Львове как противника, то к 1657 году ситуация изменилась. Львов устроил торжественный прием крымскому хану Мухаммеду Гераю IV Сафу.
В великолепном и пышном шествии, играя на органах, барабанах и дангырах, ханы проводили крепости Львов. Там, в шатре, король устроил такое христианское пиршество, что языком это передать и описать невозможно. Так описывал эту встречу османский путешественник Ивлия Челеби, которому было позволено присутствовать в свите крымского монарха. Так описывал эту встречу османский путешественник Ивлия Челеби, которому было позволено присутствовать в свите крымского монарха. Далее Ивлия Челеби отмечает, что население города Львова состоятельное. Имея роскошное деяние, они пришли на шествие в различных великолепных одеждах и редких разноцветных материях. В то время, когда хан пировал под крепостью Львов, с крепости было произведено столько тысяч пушечных выстрелов, что земля и небо содрогались от их грохота. По свидетельству Челеби, в течение 3 дней король устроил пиршество для крымско-татарского войска и преподнес подарки хану, Калге, Нуриддину, Атагам, Аталыкам и Мурзам, в благодарность за то, что его высочество хан отомстил его врагу королю Ракоци. Оті приятельські стосунки між Хмельницьким і Тугай-беєм, вони зародилися, як припускав Омелян Пріцак, ще під час полону, коли Хмельницький був тут в турецькому полоні в 620-22 роках. Ось. І, звичайно ж, мусимо знати, що Тугай-бей – це один з тих воєначальників, який був тяжко поранений в битві під Берестечком разом з нашими козаками-запорожцями. И властиво в 1651 році помер. Как сложилась далее судьба львовской общины крымских татар, остается только догадываться. Вероятно, они благополучно дожили до начала XVIII века, постепенно интегрируя с местным населением. Все меньше и меньше их имена встречаются в источниках, однако все больше упоминаются крымские татары, которые проживали на Галичине в целом. Так и поныне один из населенных пунктов во Львовской области именуется Татарев, но это уже другая история. А между тем определенная косвенная связь мусульманского Крыма со Львовом продолжалась. Именно здесь, во Львове, были осуществлены первые переводы Корана. Здесь, во Львове, на улице Пекарской в 1900 году родился Леопольд Вейс. Возможно, широкому кругу это имя мало что говорит. Еврей по происхождению, он рано покинул родной город, принял ислам и, став Мухаммедом Асадом, сделал один из лучших комментированных переводов Корана на английский язык. Написал труд по государственным аспектам ислама и ряд других работ. Будучи профессором, он преподавал в университете Аль-Азхар в Каире. Первая оккупация тогда еще Крымского ханства, а после депортации 1944 года крымских татар отразилась на культурном наследии этого народа. Ценные предметы материальной культуры, а также книги и документы в разные годы были вывезены из фондов Ханского дворца-музея в Бахчисарае. В 1975 году 30 рукописей были переданы Львовскому музею истории и религии. Часть этого ценного материала в 2007 году по условиям Международного договора по культурным ценностям была передана Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику. Другая же часть, к счастью для нас, сложившейся ситуации до сих пор находится в хранилищах Львовского музея. Хотілося б, щоб ми, українці у Львові, могли відзнакувати ті місця, які пов'язані з українсько-татарською дружбою чи співпрацею на предмет збереження своєї ідентичності. Можна було б, скажімо, відкрити ту саму меморіальну дошку на церкві Петра і Павла, де була ставка Тугай-бея і Богдана Хмельницького. Можна було б поставити меморіальну дошку там, де стояла мечеть. Зрештою, то посвячене місце, і так прийнято в Європі поступати зі святинями стародавніми. К сожалению, аннексия Крыма 2014 года привела к тому, что Львов наравне с другими крупными городами материковой Украины стал местом, где нашли второй, пусть и временный дом переселенцы из Крыма. Среди них немало и крымских татар. Как когда-то в XIII и XVII веках крымцы активно влились в жизнь города. Я на самом деле не выбирал именно Львов. Я хотел уехать на материковую часть Украины. У меня было два варианта – Киев и Львов. Я позвонил и написал друзьям, которые живут в Киеве, во Львове, объяснил ситуацию, что хочу выехать. После референдума, уже даже, по-моему, в мае я хотел провести концерт
в Симферополе, который назывался «За мир в Крыму и у соседей». Соседи мы подразумевали россиян. И когда я ходил брать разрешение на проведение этого концерта, мне сказали, что подумают, а потом меня вызвали и сказали, что запрещают мне вообще заниматься концертами. Потому что на моих концертах очень много крымских татар, и они чаще всего настроены проукраинской, с позиции проукраинской, и это может привести к каким-то волнениям. Тогда я понял, что сейчас будут останавливаться какие-то культурные процессы. Они возьмутся уже, наверное, за умы людей, как говорят. Сначала запугали оружием, теперь будут браться за умы. К сожалению, мои опасения оправдались. Взять хотя бы пример с телеканалом АТР. И подобных вещей было очень много. Поэтому я решил выехать на материк и продолжать свою деятельность, пытаться сохранить и развивать нашу культуру в эмиграции. История знает много фактов, когда культура развивалась в эмиграции, сохранялась. А когда кончалась какая-то депрессия, оккупация, то все эти знания, которые удалось сохранить и сберечь и развивать, переносились обратно на территорию, где проживает этнос. В принципе, такую задачу я себе и поставил. Так исторически сложилось, что культуры двух, казалось бы, на первый взгляд разных народов, крымско-татарского и украинского, схожи. И особенно это проявляется здесь, в сердце Западной Украины, на Галичине, во Львове.